расплетали девичьи косы и заплетали женские косы. Этот обряд был посвящен переходу в другую, взрослую, возрастную категорию. Ее напутствовали добрыми словами: «Будь хорошей хозяйкой и верной супругой». В этот день родители и грустят, и радуются. Радуются, что вырастили красивую, умную, достойную дочь, за которую не надо краснеть. А грустят, потому что жаль расставаться с дочерью. Им кажется, что она еще ребенок. Накануне приезда жениха к девушке по обычаю прощался со всеми, обходила всех родственников. Согласно традиции, если девушка выходила замуж, то она навсегда покидала отцовский род. Девушка, вышедшая замуж, как чужая. Девушка — человек чужого рода, говорили кыргызы, и проводили ее так, как будто в последний путь. Приезд к дому жениху. После приезда в дом жениха устраивались такие обряды, как разбрызгать сладости гостям, чтобы все угостились этим обрядом. Она называлась чачела. И перед входом в дом невестку угощали топленым маслом, а затем пели песню «Джар-джар». И молодожены поклонялись. И как переодевание свадебного головного убора вместо шапулё на ее голову одевали или чек, или белый платок. И невестка поклонялся сперва свекрови, а затем всем родственникам мужа. А также проводились такие обряды, как посвящение огню, заключение брака, смотрины невесты, назначение посаженных родителей и другие. И резали скот и барана, а также готовились национальные блюда, бешбармак, бурсок и различные напитки и сладости. Ритуальное значение имел обычай, посвященный от Огибизю. Каждая родственная семья приглашала по очереди молодоженов, знакомила невесту с родственниками мужа. В их честь резали скот, надевали на ее голову белый платок, атджоу. Белый цвет у киргизов символизирует чистоту, счастливый путь, счастье и чистые помыслы.